И снова новый день и новые свершения. В этот раз мы решили застать врасплох наших девчат. Уж больно недобрым для них выдалось это утро. Ничего, что мы еще голые. Короче, вы обещаете, что мы будем спать. Я, конечно, люблю рано просыпаться, но не настолько. Где-то в 4:30 или в 4:45 к нам начали стучаться. Ранний подъем было тяжело вставать. Некоторые девочки совсем не выспались. Сегодня мы проснулись вообще на самом деле очень даже неплохо, несмотря на то, что мы спали сколько, часа 4. Здесь вообще очень красиво, очень красивое утро и красивые животные здесь бегают. Ночью я плохо спала, потому что я просыпалась. От холода очень хотелось писать. Я встала ночью, соответственно, я не выспалась. Нас разбудили очень рано, еще не было 5 часов. Доброе утро, девочки. Судя по вашим лицам, не особо оно доброе у кого-то, да? У кого доброе, у кого нет. Выспались? Нет, конечно. Нет, конечно, но в деревне спать некогда. На часах 5:30, и сейчас мы должны встретить нашего дорогого уже и любимого человека, и вами любимого Семена, который сегодня уже ведет наших любимых коров. Больше баллов поставила. И вам, девочки, нужно будет выполнить следующее задание. Ну а для начала пройдемте, встретим нашего пастуха. Где он? Немножко живее все это можно делать. Пойдемте. Вчера вечером, я это к чему? Мысли материальные. Я сказала, что дайте мне побыть пастухом, и все будет. Сегодня с утра мое желание исполняется. Да, Ксения, мысли материальны. Ну что, девочки, давайте поприветствуем Семена. Доброе утро. Доброе утро. Семен, ждут девочки вас с самого раннего утра. Какая сегодня задача у них? Сегодня у них задача загнать коров в стойбище. Стойбище. Так, а какие основные слова им нужно говорить или действия делать? Что они должны делать? Просто говорить «хай» и все. Громко. Громко. Там ворота открыть надо, да? Нет, они открытые стоят. Да? Там просто загнать и все, закрыть. Да? Ну. Они все равно побегут. Они послушные, да? Так, не так. Да? Мгм. Так, ну все, мы тогда готовы, пойдемте. Девочки, запомнили волшебное слово? А пока наши красавицы получали инструктаж, коровки-то мимо пробежали. И пришлось нашим девицам побежать за ними. Прям какие-то крысиные бега получается. Девочки, коровы долго ждать не могут, у них скоро начнется дойка. Поэтому следуем примеру Саши и бегом туда, к ним. Шли. Семен следит за... Бегом, бегом, девочки! Эх, девчонки, повезло вам. Это вам не поросята и даже не телята. Воу-воу, осторожно, только не убейте местных коров. Девочки, работаем, работаем! Давайте с умом, вы куда побежали? Давайте обсудим! Так они не ждут, пока мы тут будем обсуждать. Нет, как загнать быстрее? Там надо головой. А Саша-то наша взяла своих телок за рога. Правильно, ибо без твоих управленческих способностей они тут точно никого не загонят. Девочки, вы загнали их в угол, зачем? Отойдите там! А где у них дырка? Вот у них дырка. Девочки, вот это вот. Да. Девочки, все сделайте с коровами. Они не могут. Вот в эту дырку, где вы стоите, послушайте, идите все сюда. Вот дырка, они должны выйти вот сюда. Идите все сюда. Вот они хотят, но они не могут. Ну иди сюда. Что ты там спряталась? Дырку должны выйти, потом по кругу вот сюда. Так ты заходи, Али. Что ты там встала? Блин, где логика у вас? Все, иди, уходим, девочки. Быстро идите. А вы все, пожалуйста, идите ко мне, чтобы они нормально
мешали крики Александры. Она нас всех сбивала. Она стояла далеко и пыталась нами управлять. Девочки, бегите сюда, бегите туда. И при этом она стоит где-то вообще в сторонке за забором и пытается нами управлять. Туда, туда, вы все там. Все неумные женщины, и бегите туда. А сама по факту ничего не делала, стояла с кружечкой там, где у нее была сода с водичкой. Вот. До последнего она ничего не делала. Что ты хочешь, Саша? Вот этих коров вот так! Я так и делаю! Что ты на меня орешь? Ты видела вот так вот? Что она так делает? Правильно ты делала! Вот сейчас правильно делаю! Неправильно! Неправильно! Посмотри! Саша, все поняли, что ты все знаешь! Молодец! Ты знаешь и ничего не делаешь! Все, иди давай! Ну, Кристина у нас, я так поняла, самый трудоголик. Ну, она все честно, она такая, стержень, я уже все повторяюсь. Она такая человек, она хочет все сделать правильно, по-честному. В этот раз, ну, извините, Кристина, за такое слово, но тупо было. То есть там 4 или сколько коров, они вошли не туда, и они просто вокруг, там же получается, как они вошли, и Кристина в тупую с ними. Сзади, да, так скажем. Ну, как-то там залезла за заборы. У меня весь голос пропал из-за вас. Хочешь, палочку тебе дам? На. Не хочу, я же смотрю же вас, как работаете, все неправильно сделали, всем двойки. Во время загона девочки немножко поругались из-за того, что кто-то так не сделал.Иди сюда, Саня, куда ты постала? Западай, иди, что не боишься? А я выхочу больше, что ты сделать? Ты за сколько за свое тело застраховала? Самое, что ли, большое? Ну, нам немножечко, конечно, не хватает командной работы. Если бы все бы работали слаженно, то мы бы это быстрее сделали и не мучили бедных животных. Все нормально, они знают дорогу, просто медленно идем. Они это делают каждое утро. Серьезно? Кто-то хочет просто быть лидером и не может совладать с этой мыслью, наверное. Что никто за ним не идет. Поэтому начинаются крики. Смотрите, они сейчас закрывают. Им поставят самые маленькие оценки. А посмотрите на нее, она идет сзади и поставит самые большие. Все! Мы вроде бы хорошо справились с заданием. Тут, конечно, чуть-чуть поругаться успели, все. Ну, просто есть тут Александра, которая любит наводить интриги. Ну что ж, бодренькое у вас было утро. Молодцы. Я надеюсь, что это не вырежет. Ну а у нас подоспело очередное задание. И по традиции до задания первым мы нашим девчатам показываем мастер-класс от наших экспертов. И снова здравствуйте, дорогие девчата. Ну что, девочки, любая девушка на деревне должна в первую очередь не только добывать молоко уметь, но и готовить из него различные блюда. Сегодня вместе с вами мы приготовим одно из самых главных лакомств народа Саха – это кёрчах. Кто-нибудь знает, что это такое? Да. Знать знаете. Готовили? Нет. Нет. И в этом вам сегодня поможет уважаемый человек. Это Лариса Ильинична. Поздоровайтесь. Спасибо. Вам сейчас покажет она мастер-класс. Следим внимательно, слушаем внимательно. Ну а затем всю теорию перенесем на практику. И посмотрим, кто из вас лучше справится с этим заданием. Надеюсь, что сегодня съемочную группу вы накормите. Надеемся. Лариса Ильинична, вам слово. Так, девушки, мы сегодня будем готовить кёрчах. Кёрчах – это любимый десерт из всех блюд, якутских блюд. Да. В кёрчах можно добавить ягоды, красную смородину, землянику, еще голубику, бруснику можно добавить. И кёрчах готовят только из натурального молока.
Ну что, готовы, девочки? Да. Для начала присядьте, пожалуйста, за наш обеденный стол. Молоко держим при себе. А дальше Лариса Ильинична вам все расскажет и покажет. Ой, спасибо вам. И благодарю, что научите. Казалось бы, что кирчик готовить очень просто, но это совсем не так. Да? От того, как вы будете взбивать, зависит густота, ну и даже вкус кирчиха. И для этого нам нужно сначала готовим глубокую миску, мутовку, по-якутски это называется утык, и, конечно, сливки. Сливки мы еще готовим с вечера. Молоко после вечерней дойки мы ставим в прохладное место, чтобы оно за ночь простояло и пленкой образовался жир. А, вот этот, да? Ага. Ой, как хорошо. Вот чуть-чуть один раз. Надо сверху вот брать только сливки. Ой, осторожно. И молоко не разбалтывать. Ага. Ой, смотрите, как она берет. Приедете в город и будете радовать своих Точно. близких потом. И подаю и корову, Найдете и и корову. кёрчах. Вот вы берете и крутите мутовку. Вот так крутите. Вот так. У вас получается даже на молоке. А должно пышное, да, у всех? Аккуратно делайте, аккуратно. После вчерашней дойки у меня рука застыла и ничего. От того, как вращается ваша мутовка, зависит результат кирчиха. Наши девушки уже вон получается. Да, у нее, ну, так сбивается, да? Она поняла технику. А вот так она делает. А, точно! Люди наверх, вот так классно она, видите, как делала. Наверх подними руки. Вот все уже, наверное, времени достаточно. Девушки остановились. Да? Теперь будем... Пожалуйста, нет. Я буду теперь оценивать, что как. Да, намыка на вообще как вода. У меня тоже. Ну что, сейчас по густоте Лариса Ильинична определит. Смотрите, у нас 5 девочек и 5 оценок, Лариса Ильинична. Нужно кому-то дать 5, кому-то 4, кому-то 3 и кому-то 2 и, соответственно, 1. 5, 4, 3, Это Анжелика, 2 да? или 1. Это Анжелика. 5, 4, 3, 2 или 1. Это каждый раз это не Да, не показывайте, они подглядывают, они у нас хитрые. Так, хорошо. Давайте следующее. Это что? Сания. А ты ложку даже. Сания, да? Это если что, Зания. 5, 4, 3, 2 или 1. Повторять оценки нельзя, хорошо? Да. А это что? это мою ложку, дайте, Кристина. Это Кристина, да? Повторять нельзя, да? Ага. Так, дальше. Это у нас Ксения. Ксения. Ага. И осталась Саша, да? Саша осталась. Хорошо. Ну что, девочки, поблагодарим Ларису Ильиничну аплодисментами. Все равно я научусь. Спасибо, девочки, вы очень старались. Спасибо. Надеюсь, что в дальнейшем у вас тоже все получится. Конечно, спасибо. Ну что, девочки, а оценки нашего уважаемого эксперта мы узнаем уже вечером на лобном месте. Молодцы, постарались, приятного аппетита. Теперь можете и попробовать то, что вы здесь сделали. Хлеб есть? В рамках нашего проекта мы стараемся познакомить наших участниц с жизнью в селе и о том, как здесь люди добывают себе пищу, как живут и как готовят себе еду. И в рамках сегодняшнего выпуска мы их познакомили с такой чудо-техникой, как сепаратор. Для того, чтобы сделать сметану, нам нужен сепаратор. Сепаратор вот у нас ручной. А сейчас у нас уже сепарируем мы в электрическом сепараторе. А этот сепаратор у нас вообще старая модель. Она сделана вот вся из чугуна, а мисочка из алюминия. Чтобы сделать сметану, надо молоко немножко подогреть. Она должна быть не совсем горячая, а температура должна быть комнатной. Ага. Подогретое молоко вливаем сюда в сепаратор. Из этого ушка выливается обрат, а из этого ушка у вас пойдет сметана. Сметана. Ага. Она отделяет сепаратор. Функция у нее такая, она отделяет молоко
идет сметана и обратно. Наливайте молоко. Так, подожди. Демонстрация. На нас не надо, конечно. Наливайте молоко. Крутим ручку. Крутите ручку. Ага. Крутите ручку. Осторожно. Держим стул держите, сильно, пожалуйста, Ксюша. держите скамейку. Нам нужна руку. Ага, знаю, но тут если не подержать, оно же крутится тоже. Что я держу? Нет, ты стул. Сепаратор очень старый. Обрат пошел. Посуду поправьте нормально. Нормально все. Вот. Главное, кто крутит, должен сидеть Сметана комфортно. пошло. Пошло, да. Ага. Круто, круто. Вот раньше бабушки очень комфортно. так сепарировали я тогда двигала сметану. сама. Сейчас уже все электрическое, Всё. никто так не крутит. Легко стало? Это А было тебе раньше, стоит удобно или сидеть? в 70-х годах. А, ну все, давай. Все в деле. Как, Саня, нормально? Не устала? Нормально. Ну, Ты не тут вспотела? сложно. А, Я да? вспотела. Легкая? Давай поменяемся, чтобы не спотеть. Кто еще хочет попробовать? Я? Нет, не надо останавливать. Опять у А нас может на это- ходу я ее поймаю, ручку без начну остановки крутить? надо крутить. Тогда до конца. До конца идете. Ну, ага. качай как Иду раз. до конца. Как раз эти Еще чуть меньше. Если остановите, у вас опять пойдет по обратному. Ага. А, молоко надо тебе наливать, Ксюша? Нет, нет, нет. Нет, она устанет. Закончили уже. А, мы остановим, да? Ага. Конечно. Ты просто присядь. Успокойся, спокойся. Я хотела вот здесь сверху Вдохни свежий воздух. Смотри, как сметанкой пахнет. Немножечко помолчи. 2 секунды. И будет прекрасно. Я смотрю, тут гвозди все сметаны. Дари свой оптимизм этой сметане. Пусть она будет... Короче, мы дарим этой сметане любовь. И мы настраиваемся на позитивную волну. Лучше я поэзию, по поэзии скажу. Давай. Вот. Хотите мы, есть конечно, натуральную пищу? Вот вам и сметана. Мы тюркоязычный народ, все мы вот 5 девочек. Даже у нас вот славянка, но у нее корни тюркоязычные. Я изучаю историю. Ага, заканчивайте. Тюркоязычные, мы народ Саха тоже все. Да? А что она слезает так? Ксюша, себе сними вот этот аппарат с Кристиной. А, нормально. Нет, не А так. ты держишь, нет? Мне вот здесь держу. Оно вот видишь капает. У меня Ну своя вот молоко функция. закончилось, опять кран закрываем и останавливаем. А вы закрыли уже, да? Кран закрыл, ага. А я могу уже отпустить. Можешь опустите ручку. Все, отпускаем. Благодаря нашей Спасибо большое. спутнице, которая как ангел приземлилась сегодня к нам. Это сметана, да? Ага. Это надо, короче, потом в холодильник, да? Холодильник. А в холодильник надо Или прохладное. чуть-чуть постоять. Прохладное место надо ставить в холодильник. Чтобы она готова сделала. Этот день, как и предыдущий, был насыщенным. А теперь настало время узнать, какие же баллы получили наши девчата от нашего сегодняшнего гостя. Итак, девочки, дорогие мои, еще один день позади. Сегодня мы встали как никогда рано и даже не успели почистить зубы, выпить кофе, да? Мы сразу побежали с вами на первое задание. Семен наш дорогой встретил нас, и ваша задача была загнать всех коров в стойбище. И вот здесь началось невероятное. Давайте, у кого больше всех эмоций осталось, поделитесь. Я. Естественно. Не, ну просто реально, когда, получается, мы уже пошли в 5, я люблю спать 6 часов ровно или 4 часа. Ну, мы 5 часов, наверное, я самая поздняя, по-моему, всех тут уложила спать и потом встала, короче. Потом, значит, в 5 утра, ну, по-моему, Кристина спросила, она ей где-то 4 сказала, 50, что ли, вы разбудили или 4:30. Ну, короче, 5:30 мы вышли, идем. И я на автомате. Когда у меня истерика, я начинаю просто тупо говорить или ржать. Слава богу, у нас в компании есть Саня, которая меня всегда даст по голове, и я сразу замолкаю. Она такая мне говорит: тише, давай послушаем тишину. И мы еле-еле спящими все спящие вот дошли. Послушали тишину. Послушали тишину. А мы все-таки про испытания, Да. вот когда туда побежали. У Ой. тебя было массу эмоций. Да.
ты кричала и хорошие слова, и плохие. Не, но плохие я не умею говорить, и материться я тоже не знаю. На твой взгляд, что не сложилось в этом испытании? Потому что вашей коллективной работы, не случилось. Это Ну, факт. у нас есть трудоголик очень. Ну, это все в хорошем плане, девочки. Надеюсь, меня все поймут, я не в обиду. Сания, у тебя не выдержали нервы с утра, можно сказать. Ты очень так резко отвечала, очень резко высказывала свое мнение. Почему? Во-первых, нет, не из-за того, что я не выспалась. Во-первых, потому что, нельзя ругаться просто так, особенно свои какие-то негативные эмоции выражать, просто так воздух сотрясать, особенно когда у нас касается что-то, дела, которое мы должны выполнить, которое мы должны выполнить все вместе. Здесь мы должны действовать сообща, не переходить на личности, как-то, не знаю, уважать друг друга и помогать. Следующее задание у вас было сегодня приготовление якутской национальной кухни, да? Здесь, конечно, у вас тоже были эмоции, вы и спорили, и ругались, и аппараты ломали. Но, собственно, опять же, здесь нужно было работать в команде. Так, Анжелика, рассказывай о своих эмоциях. Так, мне показалось, что это был самое безрезультатное задание, потому что у всех нас почти не получилось, а более-менее получилось у Ксюши. Да, кстати. Да. Когда мы начали вот это всё делать. У кого-то сливки было поменьше, у кого-то слишком густой, и так далее. Давайте поговорим с девушкой, у которой получилось сегодня приготовить кёрчах. Кёрчах. Самый мастер-класс. Да, Ксюша, первый раз вообще работала с молоком? Конечно, и первый раз в деревне, все первый раз у меня здесь. Все первый раз. Но ты была удивлена тому, что, несмотря на то, что вы работали все с одинаковой посудой, с одинаковым молоком, у тебя получилось чуть лучше, чем у других девочек? Я в этом не уверена. Скажу, что я очень хорошо готовлю, верно, поэтому. То есть ты любишь готовить? Да. Ну, не совсем, но... А в работе с сепаратором ты достаточно так спокойно стояла рядом, наблюдала, не эмоционировала. Это с чем связано? Потому что тебе это было неинтересно или просто лишь потому, что я ты... держала, очень долго держала этот аппарат, из которого летели болтики. Да. У меня потом не сгибались просто пальцы. А так... Да, у меня реально уже было. Нет, она не же было самое сил. главное, у всех была своя функция. И в этой командной работе, мне кажется, там главное, не нужно было кричать, эмоционировать и лезть под руку. То есть ты выбрала такую позицию и, собственно, ее придержалась. А что касаемо утреннего забега, там что с тобой было? Утренний забег мне понравился, я, как и сказала на интервью, мысли материальные. Да. Вечером я пожелала стать пастухом. С утра мое желание исполнилось. Все коровы шли, мне не пришлось их гонять, они просто спокойно шли впереди меня и заходили в загон. То есть уже второй день мы становимся свидетелями того, как Ксения легко и просто ладит с нашими коровушками, да? Они ее слушаются, они идут за ней, они просто иногда даже создают семьи, если рядом стоит Ксения, правильно? Есть такое. Было и такое у нас, да? Хорошо. Кристин, тебе слово, рассказывай. Но ты очень активна сегодня была как и в нашем утреннем забеге, так и в работе с молочным продуктом. Давай обо всем по порядку. Какие впечатления остались после утреннего задания? Главная работа выполнена. Все-таки коровы — это животное. Оно не будет нас сидеть и ждать, пока мы там соберемся, обсудим, кого с какой стороны загонять, кто пойдет слева, кто пойдет справа. Поэтому нужно было действовать все сразу. Да, в то время как Саша говорила: остановитесь, давайте обо всем подумаем. Да, предлагала остановиться, сделать собрание, потом дальше продолжить работу. Но здесь это уже так не получится. Вот. В работе с сепаратором наконец-то нам удалось создать вот это вот комьюнити и не переругаться и выполнить работу. Вот здесь мы проявили наш командный дух наконец-то, проснулся, можно сказать. Это очень радует. Сегодня вам выставляла свои оценки Лариса Ильинична за ваше участие в производстве кёрчих. Ну что, девочки, давайте начнем
самого маленького балла. Я не знаю почему, Ой, почему, да. но Александра Ну, это достойно. получает 1 балл. Я рада, что у меня 1 балл. Ксюша получает 2 балла. Ну, Ксюша, ты чемпионка. Кристина получает 3 балла. Кристина всегда посередине. Она сразу увидела, опознала. Сания получает 4 балла. Молодец! Тебя поддержали! Она наоборот сделала оценку. И Анжелика получает 5 баллов. Короче, девочки, я к вам приезжаю. Переезжаю к вам. 5 баллов. Обратите внимание, что в принципе за сегодняшний день, да, и по дойке, и по изготовлению керчиха все может, ее исключить? лидирующие позиции занимала Анжелика. Давайте поаплодируем. Она справилась. Это ее стихия, это ее день. Но впереди еще... В деревне здесь жить. Можешь открывать уже какой-то бизнес. Да, какой-то бизнес по производству и переработке молока. Задумайся, мне кажется, у тебя получится. Ну что, дорогие девочки, на этом мы завершаем наш еще один день испытаний, но впереди еще много чего интересного, и я обещаю, что у вас будет возможность заработать эти драгоценные баллы. Ну а вы, дорогие телезрители, оставайтесь с нами и следите за нашими выпусками. Городские девчата в самом, можно сказать, разгаре. Кристина 4, Саша 2, Сания 3 и Анжелика 1. Меня все достало. Так, что могу сказать? Очень тяжело выбирать между Кристиной и Санией, так как они очень трудоспособные. Я считаю конкретной конкуренткой здесь на этих соревнованиях Анжелику, так как она деревенская девушка все-таки. Она прожила достаточно много времени в деревне и поистине все умеет. Ну, лично мое мнение. Так, Саша слишком много говорит. Мы уже устали вот так вот. Была бы возможность поставить 0, я бы поставила 0. Просто мы устаем. А между Кристиной и Саней я не знаю, как выбрать. Они обе очень хорошие девчонки. Все. Итак, сейчас я разъясню за свои баллы. Анжелике, начну опять с самых минимальных. Анжелике я поставила именно такой балл, просто потому что она на самом деле очень долгое время жила в деревне. И, как оказывается, она нам сказала, что совсем недавно они переехали в город. А здесь у нас реалити-шоу такое, что нужно все с нуля, пробовать заново. Соответственно, поэтому у нее очень большой опыт, у нее все получается, и молоко она прекрасно доит, и пасти она умеет, и тыком пользоваться. В общем, я считаю, что ее будут оценивать эксперты очень хорошо, так как у нее все хорошо получается, и за счет этого она будет набирать хорошие баллы. А мы, как участники, соответственно, немножечко будем принижать сильных участников и ставить им единички. Я думаю, здесь все понятно, да? Так, Ксении я поставлю 4, потому что у нее больше всех получилось, и она такая спокойная, хорошая девочка. Так, потом вторая у нас идет, Кристина. Она очень старалась, как во время загона и когда мы делали керчах. Так, потом идет Сания. Она тоже очень старалась. И Саше поставлю 1, потому что она слишком много болтает. С каждым днем все сложнее и сложнее голосовать. У нас эмоции у всех накаляются. И как я говорила, что в стрессовых ситуациях человек показывает себя таким, как он есть, без прикрас, без масок. И за этим очень интересно наблюдать мне и, наверное, телезрителям тоже. И сегодня у меня голоса вот так вот сложились. Насчет Саши, тут, наверное, понятно, почему такая оценка. К
Кто-то очень много говорит и мало делает, а кто-то мало делает. Ой, да, кто-то много говорит и мало делает. Вот, это относится к Саше. Я вполне взрослая, нормальная, адекватная женщина. Хотите, понимаете, хотите, нет. Но в любом случае я всегда логическая с точки зрения, шахматный инструктор. Ну, оценки я не знаю. Просто же, если бы всем надо было 4, я бы поставила. Все девочки, красотки, со всеми своими я. Вот, но в любом случае никто мне не может повредить. В плане негатива я позитивный человек. Я уверена и могу очки снять. Ну, просто солнце тут очень. Я с Африки, если что. Но реально эмоции все зашкаливает. Как будто все идет против меня. И вся команда, я вся дрожу, сейчас могу показать. Но у меня настрой хороший, я всегда на позитиве, я желаю всем счастья, я люблю всех каждого, свою родину я не жила 22 года, и я уверена, если кто-то хочет мне навредить и сказать плохое слово или угрожать, добро пожаловать, я всегда готова, и всегда честность и правда победит, потому что я просто так не говорю. Смотрите в следующем выпуске. Девочки, предлагаю вам снять одежду. Внимание! Марш, поехали! Ищем бутылочку с супер-подарком! Что это? Молодец! Женщина! Это было спасение, что жизнь меня